Всем привет, с вами Александр Бабков, и сегодня у нас обзор автомобиля Honda HR-V серого цвета. Впереди машина достаточно агрессивно выглядит. Стоит заметить, что это пятидверная версия этого автомобиля, а не трех. И бывают трехдверные, есть пятидверные, как это. Давайте перейдем к мотору. Ковер это такой зимний тюнинг, так называемый. Холодно у нас тут. Видим. Вот, мотор. 1.6, 105 лошадиных сил. Трамблер, я вижу, тут есть даже. Ну, собственно, так говорить нечего, полностью такой мотор, да? 105 лошадей, ну, в принципе, достаточно этому автомобилю, да? Больше нечего, собственно, сказать по мотору, да? D16. Салон тут достаточно простой, да? Ну, полный электропакет, это понятно. Регулируется колонка, эти все простые переключатели. Насчет коробки. Коробка тут вариаторная стоит. Ну, достаточно такая. Ну, у нас она не делается, как бы, но в других городах, говорят, делают, у нас не делают. Вот. А, собственно, тут нечего больше рассказать. Ну, сзади места достаточно, в принципе. Ну и для багажа тоже, в принципе, нормальное место. Вообще, эта машина, конечно, более женская, скажем так. Начнем, так сказать, ходовые наши испытания. Вообще, машина у нас, конкретно этот экземпляр 2002 года выпуска, да? Машине уже больше 10 лет, и пробег у нее 142 тысячи, да? Ну, 150, да, 140 тысяч. Вообще, для своего года машина достаточно в хорошем состоянии, да? Что сейчас касается ходовой части, да, вот мы сейчас едем по такой плохой местности, да? Ну, подвеска жестковата. Просвет, ну, для машины, как бы, она же, кроссовер, это же как городской вариант, да, скажем так. Ну, хватает, в принципе, да. Но бывает, что места, где ты зацепишь бампером, там все-таки свесы, как видите, были достаточно большие, да. А так, в принципе, все достаточно неплохо. Что касается двигателя. Двигатель, ну, 105 лошадей. Это для такой машины, ну, весит она чуть больше тонны, да, 1300, по-моему, почти, да? Вот, ну, в принципе, хватает этого двигателя достаточно. При том, что вариаторная коробка, она бесступенчатая, постоянно вас весь момент у вас на колесах, блядь, и никаких рывков нету, да, то есть достаточно экономично в то же время, да. На трассе, да, не экономично, сразу скажу, что будет она жрать у вас даже больше, чем в городе будет жрать, да. Салон, ну, пластик, конечно, дешевый, да, ну, мягкий такой, достаточно, не сильно такой твердый, не скажу, что прям вообще деревянный, нормальный пластик, скрипов, сверчков каких-то не наблюдаю, в принципе, все неплохо. Полный привод, да, вот это вещь, конечно, вещь, ты на гололеде цепляешься везде, всегда лучше. Заднеприводные машины, конечно, у нас зима 9 месяцев все-таки, да, зимой эксплуатируют много машин, и заднеприводную машину зимой у нас иметь это глупо, потому что ты не можешь нормально тронуться, ничего не можешь нормально сделать. Давайте поговорим насчет обслуживания. Не будем забывать, что это все-таки Honda. Honda вообще в Европе, да, и в европейской части России тяжело, я думаю, найти запчасти, тем более оригинал на Honda, да, грубо говоря, так. У нас, ну, достаточно можно найти, но и стоят они, конечно, порядок выше, чем у Toyota там, или Nissan. Все-таки по обслуживанию она выходит достаточно дорого, да, ну, в принципе, люди ездят, да, особо не жалуются, то, что вот, да, единственное, это дороговизна. Давайте скажу про саму цену, да. Сама цена машины, вот именно конкретно этого экземпляра, варьируется от 350 до 400 тысяч рублей, да. Ну, за эти деньги вы, в принципе, ну, получаете полноприводный универсал, как паркетик, я не знаю, назовите как хотите его, да, собственно, с которого есть 4 двери,
большой багажник, там полный привод и хороший просвет, экономичный двигатель, в принципе, да, вот единственный минус это вот все-таки обслуживание, да, этого автомобиля, все-таки Honda это Honda, не Toyota, не VAZ там или еще что-то такое, не Ford Focus какой-нибудь, да, это реально машина, которая достаточно редкая, ну, в европейском, у нас-то, конечно, это, ну, тоже редковато, даже для нашего города это редкая, может, не так много экземпляров такой, именно такого автомобиля. В общем, прокатились мы на этой машине. Тачка, в общем-то, неплохая. Двигателя хватает, коробка отличная. Давайте перейдем в багажник. В общем, вместимость багажника, да? Давайте продемонстрируем вам, собственно, вместимость этого багажника. Вот, у нас тут есть труп, короче. Труп и куча вот всяких пакетов. В принципе, еще место можно еще одного засунуть, конечно, да? Но будет он уже вываливаться, наверное, в салон, я думаю. И будет как бы не очень красиво, да? А так, в принципе, машина достаточно неплохая вообще, в принципе. Минусы я все рассказал, плюсы тоже рассказал. Собственно, сказать-то больше нечего, ребята. Ну все, на этом все. Подписывайтесь там на мой канал, ставьте лайки там и т.д. Все, всем пока.